Рахмат, я вам очень благодарен. Я вырос в Ташкенте. Вот. До 40 лет я жил в Узбекистане, поэтому культура ислама для меня очень близкая. Вот. И я вам очень благодарен, что вы сегодня собрались на эту встречу. Хочу поблагодарить вашего директора замечательного за это пространство удивительное. Знаете, я сразу скажу, что когда все закончится, те дети, которые хотят задать свои личные вопросы, я около 40 минут буду где-то здесь, вот, поэтому вы можете подойти и задать мне свои личные вопросы, если вы стесняетесь задать их в общем зале. Вот. Я также благодарю всех тех родителей, которые сегодня пришли. Спасибо вам тоже большое. Я еще раз коротко представлюсь. Меня зовут Бабаянц Алексей, мне 60 лет. Со своей семьей я живу в городе Краснодаре, это Кубань, Краснодарский край. В настоящее время исполняю обязанности директора Института ценностно-ориентированной психологии. У нас учатся около 1500 студентов с 30 стран мира. И сегодня я хотел представить вам две темы, которые я изучаю около 20 лет. Я не всегда понимаю, как за 2 часа дать то, что я изучал 20 лет. Я обычно никогда не укладываюсь. Я все время мучаюсь потом и говорю, мне надо было вот это сказать, почему я это не сказал, как я мог это пропустить. Ну, так уж происходит каждый раз. Вот. Не знаю, как будет сегодня. В самом начале буквально хочу пояснить, о чем наша встреча. Мир, в котором мы живем, он становится все быстрее и быстрее. Мы с вами раньше учились мастерству в условиях определенности, когда было все ясно и понятно. Вот уже года 3 как, с началом пандемии, мир стал другим. Мир изменил формат общения с каждым из нас. Уже определенности не будет. Чем дальше мы будем с вами жить, этот мир все время будет двигаться в еще большую неопределенность. То есть, что это такое? Вы что-то запланировали, а через 5 минут реальность совершенно поменялась, и вам надо принимать решение. Вы понимаете, что это уже другая реальность. И то, что вы запланировали, уже это не работает. Вот. И поэтому у меня есть ощущение, что нам предложено выработать навык, которого у нас не было, это выдерживать неопределенность, вот, и оставаться счастливым человеком, выдерживать эту неопределенность. И вот для того, чтобы выдерживать эту неопределенность, надо понимать и знать, как устроен этот мир. Поэтому наша первая тема, она называется так. Знаю ли я, вопрос и к родителям, и к детям, и, конечно, ко мне, как устроен этот мир. У нас сегодня не детская тема и не взрослая тема. Это единые универсальные ценности, которыми должен владеть каждый человек, неважно, сколько ему лет. Вот те темы, которые я хочу вам представить, нет сегодня такой книжки, чтобы вы открыли ее и прочитали эту главу, которую я вам хочу сказать. Я собирал это 20 лет, я уже это говорил. Поэтому первая тема, как устроен мир. Согласитесь, для того, чтобы получить права на вождение автомобиля, надо 3 месяца отучиться в автошколе. Но вот у меня вопрос, а где сегодня преподают правила, по которым устроен этот мир, в который мы с вами пришли? Согласитесь, странная вещь. Автошкола есть, а место, где объяснят законы или то, как устроен этот мир, не на каждом шагу. Вот. И вторая тема, которую я хочу вам представить, я, видимо, никогда их не соединял, но сегодня есть ощущение, что их надо соединить. Каждый из вас, заканчивая школу, начинает думать, что делать дальше. Поэтому тема самая важная, одна из самых важных, то есть
Первое, как устроен этот мир, потом начинается вторая тема, да? То есть тема предназначения, дело жизни. И в этой теме очень много законов. Почему? Посмотрите вокруг. Очень много талантливых людей, очень много способных людей. Но не каждому талантливому человеку приходят возможности. Талантливый, а что-то возможности не приходят. Почему людям талантливым не приходят возможности? Это очень серьезный механизм. То есть тема предназначения и дела жизни. Одна из важнейших тем. Очень красивая и глубокая. Самое интересное, что процесс для того, чтобы понять эту тему, начинается в подростковом возрасте, с 10 до 12 лет. И если этот процесс не произошел, эта тема остается непонятой, и человек мучается всю жизнь. Поэтому я не совсем понимаю, как за 2 часа дать эти 2 самые важные темы, благодаря которым человек, независимо от того, что приходит в его жизнь, независимо, хочу подчеркнуть, любые сложные события, все равно остается счастливым и выдерживает неопределенность. Вот это план на нашу сегодняшнюю беседу. Я немножко рассказал о темах. Сейчас я хотел спросить вас, у нас тут есть микрофоны, очень был бы признателен вам за отклики. Потому что не хочется мне все время 2 часа говорить, хочется вас послушать. Интересны ли вам эти темы, эти 2 темы? Как устроен мир и как понять свое предназначение? И что это за процесс с 10 до 12? Интересны ли вам эти темы? Если да, то что хотели бы вы понять в этих темах? У нас сегодня условно 2 класса. Это детский класс, назовем его условно 10 А, и родительский класс. Условно назовем его 10 Б. Поэтому темы одинаковой важности для всех. Поэтому 2 класса. Очень интересно, что проявится здесь. Разговор поколений. То есть это родители. Это старшее поколение, вы более младшее поколение. Причем вы находитесь в одном зале. И темы одинаковые для понимания и для 10 А, и для 10 Б. У меня к вам вопрос. Интересны ли вам эти темы? Готовы ли вы сегодня потратить время на изучение этих тем и вложиться в эти темы? Или эти темы не являются для вас интересными, и мы тут зря теряем время? Хочется вас послушать. И 10 А, и 10 Б. Не думайте, что... Знаете, в Петербурге была очень интересная история. Там был семинар подобного рода, только там было около 200 детей и около 150 родителей. Я задал этот вопрос. Возникла тишина. Как вы думаете, кто первый не выдержал? Кто не выдержал? Конечно, родители. Дети сидят спокойно. Они думают, что им сейчас сказать, просто думают, сидят. Время же надо, да? Это же нормально, надо же подумать на вопрос. Первые не выдержали кто? Родители. Надо было видеть. Что ты сидишь? Ты что, не видишь, что он ждет? Давай быстро говори. Дети как, что, стон, родители, что ты сидишь? Что зря пришли на семинар? Давай быстрее говори. Я говорю, 10 А, я вас сейчас рассажу от 10 Б. Итак, насколько вам интересны эти темы, что интересно и что вы хотели бы послушать? Я вас не спросил, вы когда шли на этот семинар, вы знали, что эти 2 темы будут? Или не очень? Нет, а что вы ожидали? Вы куда пришли, на какой семинар? Или вам вообще не сказали, что будет семинар? Вот, я думаю, что столько родителей пришли. Спасибо, теперь понятно. Я ехал, никак не мог понять. Оказывается, тему сказали, отношения с родителями будут рассматривать. Поэтому родители пришли, замечательно, да? Вот, сделайте что-нибудь с нашими детьми. Не-не-не. Мы сегодня будем работать, каждый будет работать в своем сознании и мировоззрении. Такого, чтобы кто-то за кого-то трудился в этом мире, так не бывает. Это нечестно.
Потом все будем работать. Итак, родители могут высказаться, дети могут высказаться. Интересны ли вам эти темы, чего вы хотите? Только помните, что время у нас уходит, надо его беречь, и тут точно не хватит. Значит, надо постоять и подождать, я постою, подожду, потому что это нормально. Дать возможность сформировать вопрос. Чего? Очень интересно. Родители. Вот. Я так и думал, что родители будут первые. Вас зовут? Меня зовут Лиана. Лиана. Мой сын учится в этой гимназии. 10 дней назад здесь было родительское собрание, и где мы в том числе поднимали вопрос, тоже когда перед нами выступали, нас приглашали на этот семинар о том, что мы такое поколение родителей, когда даже взгляды родителей боялись. Не то, что там нам что-то будут говорить. А эти не боятся. Сейчас у нас дети не боятся этого. Вы расстроены? Они встают в позу с нами и начинают обсуждать, рассуждать, говорить: нет, не буду, не хочу. Там еще что-то такое, начинают спорить даже с маленьких лет. Поэтому как мы должны себя вести? Потому что мы привыкли же, мы же так воспитаны, мы же к этому привыкли, о том, что ну как это, если мама на меня так посмотрела, еще мой ребенок имеет право со мной спорить. А он спорит. Более того, еще имеет право? Да. Вот такой вопрос. И вот как нам правильно родителям себя строить, слушайте, вести. Спасибо вам, что вы тут это разрядили пространство очень важным вопросом. Знаете, я внимательно вас послушал. Я думаю, что всех детей сейчас надо отпустить. У них куча дел. Вот, поэтому мы с вами и разберем, как вот сегодня с ними быть собеседниками. Да? Как перестать относиться к ним с высоты своего огромного философского опыта и позволить им быть собеседниками. Потому что от навязанности, даже самых правильных вещей, возникает невротизация. Угу. Все. Вы у нас кто? 10 А или 10 Б? Я уже забыл. Дети у нас кто был? 10 А. Вам надо здесь быть или вас надо отпустить? Мы с родителями разберемся сами. Или вам интересны эти темы тоже? Интересно? Хорошо. Кто готов? Чего интересно, чего хотите? Во-во-во-во-во. Давайте так, руку подними, чтобы я видел откуда. Вот, спасибо. Вас зовут? Эдуард? Ну я же не слышу, микрофон. Вы спрятались, я вижу только ваши очки. Хочется знать по именам-то. Вас зовут? Меня зовут Булат. Булат. О, сейчас слышу. Слышно? А еще как? Ну, мы хотели бы научиться разговаривать с нашими родителями, как они с нами, так и мы с ними. Слушайте, я знаете, Булат, вы держите микрофон. Друзья мои, я сразу вот откликаюсь, вот что я чувствую. Потому что человек должен научиться говорить, что он чувствует. А он живой, понимаете, реальный, живой. Вот что я чувствую? Я точно не хочу уезжать с этой школы. Потому что вот я не хотел бы на 2 часа сюда приехать. Я хотел бы пожить здесь несколько дней, потому что здесь уникальные вот такие вот, понимаете, вот берет микрофон и сразу вот туда, куда надо. Мы хотели бы понять, как выстроить отношения с этими людьми, которые позвали нас в жизнь. Да? Да. Ну круто. Да. 10 Б, вы понимаете? То есть 10 А берет микрофон и говорит: нам не все равно, мы хотели бы выстроить отношения. А вы не аплодируете почему-то 10 Б. Чувствуете? Это же очень благородно. Спасибо большое вам. А как вам эти темы вообще, которые назвал? Они как-то вас интересуют? Да. Вот. А Да. что интересует вас в этой темах? Вот первая тема, как устроен мир, я и Вселенная. Вторая тема — дело жизни и мое предназначение. Как мне его открыть и в чем процесс с 10 до 12. Вот что вас здесь цепляет? Что вы хотели бы здесь прояснить? Ну, понять, как устроен, как добиться успеха в своей жизни. Вы Не хотели... потеряться. Вы хотите добиться успеха в этой Да, жизни? не потеряться. Не потеряться в этой жизни. Да, оставить что-то после себя. Оставить что-то Да. после себя. Быть значимым. Знаете, мне нравится 10. Вот вы видите, что мы сейчас, мы собеседники. Я ничего не навязываю человеку, я просто его спрашиваю, понимаете? Все, что он скажет, мне интересно. Только он и я весь там. Понимаете?
Это очень важный момент. Как вам наша беседа, как вы себя чувствуете, Булат? Комфортно. Комфортно? Да. Я вам очень благодарен, спасибо. Кто хотел еще из 10 А взять микрофон? Вот, процесс пошел. Вы, может быть, уступите девушке? Парня надо поплакать. Как вас зовут? Здравствуйте. Сейчас, 2 секунды. Как зовут вас? Айбола. Ой, Булат. Давайте ему поаплодируем. Он уступил барышне. А вас зовут? Меня зовут Зиля, Зиля. и я учусь в 10 А классе. 10 А. Да. Ух, какая пора! Зиля. Мне кажется, в нашем возрасте многих мучает вопрос, кем же стать в жизни, как найти себя, как добиться успеха. И есть некоторые 11-классники, которые уже заканчивают школу, но все еще не знают, кем же быть и куда поступать. И есть огромный страх. Вот, допустим, поступлю я в определенный университет, в определенный факультет, и пойму, что это не мое. И что делать, как быть? Отлично. Спасибо вам за, как красиво вы излагаете. Очень красиво излагаете и глубоко излагаете. Фюза Зуфаровна, мы остаемся здесь, надо отменить все вечерние программы, я от этих детей никуда не уеду. Понимаете? Ну как вот можно от них уехать? Знаете, какие вещи они спрашивают? Я посвятил этому вопросу последние 15 лет. Вот, если я поделюсь 15-летними размышлениями по поводу вашего вопроса, это могло бы быть вам интересным? Наверное, да. Ага. Ну, в конце проверим. Хорошо? Спасибо. Мой юный друг, спасибо, что вы дождались. Первая тема более-менее понятна, конечно. Ну, да. Да. Все относительно. Все относительно. Я тоже хотел сказать то, что вторая тема, как поступать дальше после школы, что делать, как правильно выбрать свой путь, это самая главная тема для учеников. Чтобы, я хотел спросить так же, как и Зиля, но многое понял из вашего ответа. Я хотел уточнить первый вопрос. Как понять, то есть в каком смысле, как устроен мир? Супер. Вот чувствуете, да, друзья мои? Когда человеку не надо доказывать себя в обратном, он просто есть. Знаете, как он красиво заходит в уточнение. Первое, в принципе, как устроен мир, понятно? Это была первая фраза. А вторая фраза, что вы имеете в виду, говоря про то, как устроен мир. Разницу чувствуете или нет? Дорогие родители, чувствуете разницу или нет? Человек просто спокойно сам идет в глубину. Вот и все. Знаете, я все время говорю простую вещь. Расскажите детям о законах мироздания, и они сами захотят, чтобы у них жизнь получилась. Что я имею в виду? Я имею в виду, что мы пришли в этот мир. Знаем ли мы, как он устроен? По каким законам он работает? Я имел в виду следующее, что у каждого человека в этом мире есть свобода выбора, свобода воли. Вы согласны с этим или нет? Каждый из нас может выбирать свое поведение, свою философию, свой образ жизни. Так или нет? Так. А есть вторая часть этого предложения. Выбирая свою свободу воли, мы находимся в мире, который был создан до нас. И мы здесь гости. Так? Мы не можем претендовать на законы, по которым живет мир. Мы должны им следовать. Поэтому отсюда вытекает формула свободы. Не ешь, пей, веселись, возьми от жизни все. А другая формула. Формула свободы очень проста. Моя свободная воля, которая мне дана, не должна нарушить гармонию этого мира. Если моя свободная воля нарушает гармонию этого мира, мне придется столкнуться с последствиями своего поведения. Но с точки зрения мира это не является наказанием. Потому что наказание – это моя история взаимоотношений с этим миром. Это следы, которые я оставляю. Так вот, мир устроен по определенным законам. Говоря о том, как устроен этот мир, я спрашиваю, вы хотели бы познать эти законы,
войти с ними в резонанс и следовать этим законам, потому что это кажется, ну, я пришел как часть, ну, в огромное целое, это же странно, когда часть противоречит целому. Это же странно. Поэтому огромное количество людей, не понимая, как устроен мир, противоречит целому. И жизнь не складывается. Вот я и спрашиваю, хотели бы вы познать эти законы и войти с ними в резонанс для того, чтобы жизнь начала поддерживать, а не останавливать? Сейчас понятно я говорю, не очень? Это первая тема. А вторая тема – понять, что такое предназначение, что такое дело жизни, и почему этот вопрос решается с 10 до 12, а не после 16, когда мне надо поступать в университет. Что за механизм там? Хорошая тема. Смотрите, я прошу вас поработать 2 часа. Поработать, знаете, в своем сознании, в своем мышлении. Если ваше мышление и сознание поработало, это вот эти 2 часа будут определять всю вашу оставшуюся жизнь. Неплохая сделка. Поэтому, если вы меня потерпите 2 часа, я буду вам очень благодарен. Если я не смогу быть для вас интересным, важным и значимым, я точно в конце извинюсь перед каждым из вас, поскольку потратил ваше время в пустоту. Оно бесценно. Никто не имеет права забирать ваше время в пустоту. Угу. Подойдет? Я сейчас чуть-чуть прояснил то, что вы спрашивали, или нет? Да, конечно. Хорошо, 10-я. Что еще? Кто хотел что-то прояснить? О, да, вот сюда уступим. Давайте. Вы, а потом вы, хорошо? Вас зовут? Добрый день. Добрый день. Диляра. А, кнопочку раз и все. А помогите, пожалуйста. И еще раз. Добрый день. А, Всё, получилось. наконец-то. Ну, поддержите. Хотелось бы задать вопрос относительно второго вопроса. Темы. Второй темы, Мгм. да. Пытаясь найти свое место в будущем, мы делаем естественный выбор. Я ученица 11 класса, поэтому, естественно, мне приходится выбирать, куда мне поступать и все это такое, ну, вы понимаете. Конечно. Но бывает такое, что у многих подростков родители не воспринимают их решений. Почему? Почему они не воспринимают? И как с этим, ну, скажем так, бороться? Ну, не бороться, а как бы найти компромисс. Отлично. Спасибо, что вы так глубоко заходите. Вот здесь родители сидят, поэтому такие темы очень важно проходить вместе, правда же? Почему? Потому что законы, они одинаковые для всех, и для родителей, и для детей. Законы одинаковые для всех. Угу. Нет законов для родителей, нет законов для детей, они общие для каждого человека в этом мире. Здорово. Прекрасный вопрос. Сейчас мы будем размышлять над ним. Молодой человек, да, как вас зовут? Да, если можно, микрофон, потому что мы тут ничего не услышим. Если можно, да, быстренько работаете. Спасибо, что вы так помогаете друг дружке. Чудо. Да, надо включить, да. Добрый день, меня зовут Гадель, и у меня возник вопрос по поводу, вы сказали, что вот вы изучаете 20 лет, и за 2 часа невозможно ответить на этот вопрос. И к какому выводу вы пришли по о мировоззрении, вот к чему вы пришли, может, следует из этого начать? Ну. Спасибо. Вы просто гений. Вы помогли мне. Вы просто гений. Спасибо. И в каждом этот гений есть. Нужно просто разрешить ему быть, дорогие родители. Видите? Мы никуда не торопимся, хотя мы торопимся, но мы никуда не торопимся. Потому что дети, очень важно им проявить. Хорошо. Вы помогли мне сейчас определиться, как начать. И очень сильно помогли. Поэтому вы сказали о том, что я многие годы изучал мировоззрение. Не хотите ли вы начать сразу? Хочу. Поехали. 2 темы совместим, не переживайте, все будет классно. Итак, итог. До 40 лет своей жизни
Я понятия не имел о том, о чем вам буду сегодня рассказывать. Так уж случилось в моей жизни, что не было человека, мудреца, который мог бы мне рассказать о том, как устроен этот мир. Я внутри чувствовал запрос, но я не знал, к кому обратиться, кто может рассказать. Ни в одной книге особо это описано не было. Были намеки вот, на добродетели, на законы. В каждой конфессии есть святые книги. Но хотелось бы как-то вот, понять, как этот вот мир все-таки устроен. Поэтому я вам сейчас покажу схему, по которой я жил 40 лет. Я ее взял, нарисовал. Возможно, вы узнаете себя в этой схеме. Возможно, не узнаете. Не знаю. Но я вам покажу, как я жил. Мне сейчас 60. Я вам покажу, как я жил до 40 лет. И вы увидите последствия. Фактически то, что я вам сейчас буду показывать, это рисунок. Но это рисунок моего мировоззрения, моих убеждений, моего отношения к жизни. Я так себя вел. Почему я так себя вел? Потому что у меня было убеждение. Потому что когда у человека есть убеждение, что это вот так, он и ведет себя в соответствии с этим убеждением. Если человек хочет изменить жизнь, он должен поменять убеждение. Тогда изменится жизнь. Еще раз, вот сразу первый базовый закон. Жизнь наша – это следствие убеждений, с которыми мы живем. Если вам не нравится ваша жизнь и что в нее приходит, надо оставить всех в покое и заняться своим убеждением, своим мировоззрением. Изменение убеждений, изменение мировоззрений ведет к изменению жизни. По-другому не бывает. Вот этого я не понимал абсолютно. Поэтому, да, если можно, горизонтальное мышление. Я вам сейчас покажу, пожалуйста. Вот, видно или нет? Наверху написано горизонтальный уровень мышления. Обратите внимание. Вот моя модель восприятия реальности. Я так жил все свои 40 лет. Я понимал, что есть я, вы видите на картинке. Я также понимал, что есть другие в этом мире. И когда из мира ко мне приходили сложности, люди, которые вели себя не лучшим образом, или мои ожидания были одни, а люди вели себя по-другому. В общем, проблемы, другими словами говоря. Не знаю, там, со здоровьем, в отношениях с родителями у меня была куча проблем. В отношениях с учителями у меня была куча проблем. Потому что я точно считал, что мне надо ставить 4, а мне ставили 3, а иногда ставили 2. Я приходил домой, возмущался, говорил, учителя не понимают, я учил, они меня не любят. Вот это вот тянулось все до 8 класса. Да? То есть из жизни вы видите проблема, касающаяся отношений родителей, здоровья, моих отношений с одноклассниками. Все, вот проблемы, вот все вещи, которые могут случаться, я назвал слово проблема. Вы понимаете, что внутри проблем, да? Любые отношения. И я, когда эти проблемы на меня сыпались, моей реакцией или моим поведенческим механизмом было одно, причем до 40 лет, а не до 8 класса. Это, смотрите, то есть все, что приходило в меня, выходило из меня как недовольство тем, что приходит ко мне. Это была моя позиция, я так себя вел. Эмоции были обида, раздражение, претензии, оценки, конфликты. То есть со мной сложно было находиться, потому что я фактически находился в претензии к этому миру. Почему? Потому что уравнение гордыни, мировоззренческое уравнение. То есть есть квадратное уравнение в математике, а есть уравнение мировоззрения, называется уравнение гордыни. Что это за уравнение? Смотрите, я всегда считал, вот мое точное убеждение, попробуйте со мной, то есть переспорил, я гораздо был спорить. Я считал, что причина моих неудач, она всегда вне меня. Вне меня. То есть я никак не мог допустить, что мой образ восприятия жизни и есть главная проблема. Я всегда считал, что проблема снаружи. И, соответственно, так себя вел. Доказывал всем свою правоту. Поэтому я считал, что я лишенный недостатков человек. В моих отношениях с другими людьми есть трудность. Поэтому кто виноват? Конечно, они.
модель моей жизни до 40 лет. Результат. Как вы думаете, что человек делает в этом случае? Он сотрудничает с миром или воюет, борется с миром? Что он делает? Да. И сотрудничает, и борется. Я не сотрудничал, я боролся. Понимаете? Я все время отстаивал какую-то точку зрения. То с женой, то с друзьями, то с родителями. Понимаете? И жизнь не клеилась. Я начал замечать, здоровье уходит, финансы уходят, отношения разрушаются. Чего я такой, и я думаю, что я такой классный, замечательный, но больной и бедный. Вот модель моей жизни. Угу. Чего я здесь не понимал? Друзья мои, здесь нет одного обстоятельства, из-за которого должно случиться понимание. В принципе нет. Потому что если в эту модель не войдет что-то дополнительное, вы никогда не сможете в проблеме увидеть задачу или подарок, который зашифрован. Кем еще нужно узнать зашифрован? Как вы думаете, чего нет в этой схеме? Из которого в этой схеме невозможно прозрение. Для того, чтобы случилось прозрение, в эту схему кто-то, мудрец, или там еще кто-то, не знаю, там жизнь, должны поместить нечто, что открывает прозрение, и с этой секунды меняется мировоззрение, меняется жизнь. Что там должно быть? Как вы думаете? Да, можно взять микрофон, начать участвовать. Тема одинакова для всех. Взаимопонимание. С кем? Так нет этого взаимопонимания. А я и спрашиваю, что надо в эту схему добавить, чтобы оно было триггером, который запустит совершенно другое мышление, из которого произойдет и взаимопонимание. Сейчас понимаете, куда я клоню? А? Цель какая-то. Можно увидеть такого же, как ты, измениться. Фильм «Мирный воин» кто смотрел? Помните историю? Молодой человек, 16 лет, уверенный в своей непогрешимости, да? Точно понимающий, что к 16 годам он вообще все познал, не учите меня жить, приходит на разговоры к человеку, который работает заправщиком. И возникает конфликт, и он говорит ему: если ты такой умный и советуешь мне, как жить, что ты работаешь заправщиком? А тот ему говорит: а если ты все познал про мир, вечно споришь со мной, что ты ко мне приходишь на беседу в 3 часа ночи, что тебе не спится? Спал бы, что ко мне приходишь на заправку? Я ж тебя не звал, сам приходишь поговорить о смысле жизни. Интересный разговор. Что там не хватает? Потому что если мы с вами не занесем в эту схему это нечто, изменения в жизни забудьте. Забудьте, они не случатся. Что там не хватает? Это то, чего 40 лет мне не хватало. Представляете? Осознание. Да? А что даст осознание? Подсказка. Подсказка вам. Скажите, пожалуйста. Слушайте, вам это интересно или вы уже спите со мной? Интересно? Это вам интересно. Сейчас 10-й расскажет, подождите. Про вас рассказываю. Идемте тогда ко мне. Вместе вдвоем будем. 10-е. Вам немножко интересно или вы уже спите? Точно? Ну, смотрите, дальше будет еще интересно. Надо удержаться, друзья мои. Потерпите 2 часа. Поработайте. Сейчас надо все вырубить, потому что 2 часа, эти 2 часа определят всю вашу жизнь. Я надеюсь. Я хотел бы, чтобы так было, потому что я все время мучаюсь. Я не могу за 2 часа это объяснить, потому что я потратил на это 20 лет. Мне вечно не хватает времени. Подсказка. Скажите, пожалуйста, вот у каждого есть голова. Да? Есть же? Есть. Вот мы иногда думаем, что все, что нам в голову поместилось, вот все, что нам в голову, мы там читаем, на уроки ходим, там, что-то там смотрим, все, что нам в голову поместилось, мы иногда думаем,
что то, что поместилось нам в голову, это и есть стопроцентная реальность, восприятие. То есть мы, вот смотря на что-то, думаем, что мы видим стопроцентную реальность, как это устроено. Бывает такое, понимаете? Да? У меня вопрос. Салават, дайте нам, пожалуйста, Землю в космосе. Друзья мои, вот у меня вопрос. Вот как вы думаете, вот этот мир, на который мы с вами пришли, по всей видимости, это единственная планета на Земле, вот посмотрите, на которой создана, или другими словами, сгенерирована, я надеюсь, вы понимаете слово, сгенерирована жизнь. Есть возражения или нет? Да. Да, только громко говорите сразу. Во, у вас сзади уже вам помогают. Давайте, да, чтобы вас все слышали. Жизнь. Жизнь — понятие растяжимое. Ага. Что я имел в виду? Много вы знаете планет, на которых создана жизнь. Листочки распускаются, дети рождаются, волны плещутся, комарики летают, почки распускаются. Много вы знаете планет, на которых жизнь, я имею в виду жизнь, вот как жизнь. Живое. Живое. Да. Кто хотел сказать? Кто сказал, можно сказать? Кто говорит? Вы? Я сейчас пояснил или нет? Ага. Так вот я спрашиваю, много вы знаете планет, на которых создана жизнь? Пока знаем одну. Может быть и есть, но нам пока не показывают. Так или нет? Пока согласны или не очень? Так вот, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, чье сознание шире? Мое, как одного из 7,5 миллиардов людей, который пришел на эту землю, или сознание Вселенной? Что шире? Кто шире видит ситуацию? Вселенная или я? Согласны, что Вселенная? Или нет? Да, согласен. Значит, задача вот каждого, кто здесь сидит, и остальных 7,5 миллиардов, которые пришли сюда и родились на этой планете, главная задача, чтобы точно понимать и видеть, что происходит, расширить свое сознание до размеров Вселенной. Как вам эта мысль? Было бы хорошо. Теперь возвращаемся обратно. Теперь понимаете, что не хватает? Красиво, да? Чего не хватает, друзья? Расширение своего сознания и понизить свое эго. Вы гений. Я же вам говорил, что, знаете, в каждом из вас сидит гений. Просто выпустите из себя этого гения. Вы разрешите ему быть. Вот вы сейчас сказали гениальную вещь. Что означает понижение своего эго? Вы сейчас гениальную вещь сказали. Только это надо объяснить. Вот я-то жил вот в таком эго. Это же моя схема. У меня в принципе в жизни не было вот этого. Потому что вместо этого было большое я, которое лучше всех знает. Чего? Подождите, вы еще вторую схему. Мы же медленно идем. Мы все успеем. Вы такие гениальные люди, мы все успеем. Да. Нужно понять, что ты не единственный. Ты тоже входишь в этот класс другие. Да. Смотрите, недавно я был в 5 классе в одной школе. Знаете, зачем позвали? Учителя сказали, в этом классе год не прекращается буллинг. Мы классные часы проводим. Уже 50 классных часов за год. Ничего не меняется. Одни травят других. А я говорю, слушайте, оно и будет так происходить? Мне говорят, до каких пор? Пока вы не придете в класс и не расскажете про то, как все работает. Как только вы объясните эту тему,
и не будете разбираться с продуктами жизнедеятельности. Что делали в этом классе? Разбирались с продуктами жизнедеятельности. Этим говорили, так нельзя себя вести, эти были насильники, эти были жертвы. Жертву утешали, насильникам объясняли, что так не надо. А вот и ныне там. Ничего не могли с этим сделать. Салават, дайте нам, пожалуйста, назад картиночку. Друзья мои, если допустить, что это мир, в котором мы с вами живем, и допустить, что в этом мире нет случайностей, все закономерно, что одно влияет на другое, мы можем допустить, что если я сам себе разрешил кого-то колоть, обижать, шпинять, говорят, да, то я как будто бы на весь мир, я же часть целого, я же связан с этим целым, границы условны. Это огромный мир, мы единый народ, и это означает, что все, что я делаю для других, в итоге я делаю для кого? Для самого себя. А теперь смотрите, вам надо сейчас дописать фразу. Мир возвращает мне созданное мной, обучая видеть меня что? Внимательно посмотрите и закончите фразу. Я повторю. Все, что я делаю для других, в итоге я делаю для самого себя. Мир возвращает мне созданное мной, обучая меня видеть что? Самого себя. Внимательно посмотрите. Единое пространство, единое. Главное слово единое. Вы не можете нигде спрятаться. Поэтому если я нахожусь в 5 классе и позволяю себе кого-то задевать, обижать, посмеиваться, то я одновременно со своим действием отправляю в эту вселенную сигнал. Какой сигнал? Что теперь все, кто есть в этой вселенной, могут колоть кого? Меня. И колоть будут, и мало не покажется. Я сказал в 5 классе эту тему и ушел. Звонит учительница через 2 недели. Что вы им сказали? Тема закрыта. Ну, конечно, она закроется. Но если человек, мировоззрение его изменилось, нет смысла никого задевать. Потому что все, что я делаю для других, в итоге я делаю для самого себя. Мир возвращает мне созданное мной, неважно в словах, в поступках, в мыслях, обучая видеть меня единое пространство, в котором я живу. Почему я не мусорю в своей школе? Я не мусорю в своей школе не потому, что меня тут поругают, а я не мусорю в своей школе, потому что если я мусорю в своей школе, я мусорю где? Где? Куда посмотрите? Во всем мире. Потому что весь мир мой дом. Вот и все. Вот это называется понимание того, как все устроено. Знаете, какая история? Салават, вернемся. Чего не хватало в моей схеме? Понимаете? Потому что если я не связан с миром, а в моей голове не было, потому что я сам себе голова, я не был связан с миром, поэтому я был нечувствителен к тому, что я говорю, что я делаю. Я нажил себе кучу врагов, здоровье мое было близко к нулю, финансы не приходили, сейчас поймете, почему из 2 темы. Вот и все. Потому что я с этим миром боролся. Вместо того, чтобы понять, как он устроен, и начать с ним сотрудничать. Поэтому вопрос, как бы изменилась схема успешного человека? Смотрите, сейчас будет схема, из-за которой жизнь ваша легче не станет. Но, моя жизнь легче не станет. Но вы обретете колоссальное спокойствие, потому что вы будете понимать, почему и что и зачем приходит в вашу жизнь. И точно будете знать, что с этим делать. Другими словами, во 2 схеме вы никогда не будете обижаться на жизнь. Вы будете с ней сотрудничать, потому что вы точно поймете, почему трудный учитель в 10 классе вдруг появился в моей жизни. Что это он давит на меня?
Потому что в этой схеме, если вы попадаете в класс, а у вас сложный учитель, и он давит, вы все время будете осуждать учителя, сплетничать про него, не будете учить уроки, разговаривать, будете хотеть уйти в другую школу. Вы будете бороться. Там нет прозрения. Но во второй схеме вы поймете, что этот трудный учитель не против вас, а он против того, что есть в вас или во мне. А во мне вот столько лени. И вот этот, Салават, дайте, пожалуйста, на секунду назад. Я вас замучаю, конечно, сегодня, простите. И вот эта вселенная лучше знает, какого учителя мне сейчас дать, чтобы я через закон преодоления образовывался сам. Поэтому попадается учитель, который суров, строг, как гиря, знаете, висит, давит. Но он не против меня. Потому что он против того, что есть во мне. А во мне может быть много лени. А лень угробит мне жизнь. Поэтому вселенная лучше. И если у меня есть доверие, кому? Вселенной, я начинаю принимать любое событие, которое приходит в мою жизнь. С этой секунды я перестаю бороться с миром, начинаю с ним сотрудничать, и я называюсь уже ученик. Это не тот, кто с портфелем ходит в школу, а это сознание ученическое. Я готов учиться, понимая смысл в любой ситуации, которая приходит в мою жизнь. Понимаете? Как изменится эта схема? Как вы думаете, что там должно случиться? Ну, как минимум, стрелки должны быть двусторонними. Стрелки двухсторонними. О, друзья мои, дело в стрелках или дело... Салават, дайте нам, пожалуйста, еще раз. Давайте ему поаплодируем, он вот мучается со мной. Спасибо ему большое. Да, чего не хватает в этой схеме? А? Чувствуете? Стрелок не хватает или... Чего? Можно громче. Прям кричите. Разрешаю. Это здорово. Пока микрофон дойдет, вы успеете. Нужно я уменьшить. О, супер. Я надо графически уменьшить или что-то добавить, из-за чего уменьшится я само. И возникнет доверие более, продвинутой структуре. А может, нужно объединить? Кто говорит, помогите. Это я. Спасибо. Как вас зовут? Миляша Максумовна. Здорово. 10 Б подключился. 10 Какое Б. счастье. Что надо сделать? Объединить Кого? я и других. Мы же одну составляем. Мы же в одно. одном. Здорово. Спасибо. Друзья мои, надо что-то объединить, надо добавить стрелки или надо что-то добавить, чтобы все само на место встало. Салават, давайте назад нам. Да, друзья мои, что надо здесь сделать, чтобы из этой схемы сразу родилось ученичество, а не претензия к этому миру? Вот скажите мне, мы сидим в этом зале. Этот зал какой? Двухмерный, трехмерный. Какой он? Одномерный. Вот этот зал. Какой? Трехмерный. Так? Высота, длина, ширина. Согласны? Салават, давайте назад. А это что за мерность будет? Какая будет мерность это? Это трехмерная. Не, картинка-то двухмерная. Сейчас не про картинку. Сейчас про реальность этой картинки. Если мы с вами сидим в этом зале, и мы можем реально померить, и это трехмерное пространство, называется материальный мир, чего надо добавить для того, чтобы объем увидеть? Чего? Мы в трехмерности. Чтобы круги стали шарами. Вот! Надо сделать для того, чтобы увидеть реальность, надо быть в каком измерении? Четырехмерном. Так или нет? Друзья мои, вы же знаете, что алмаз и графит знаете же, что такое? Сажа или графит, карандаши. И графит, и алмаз состоят из одних и тех же атомов углерода С. Знаете это или нет? Не знаете? Ну, скажу просто. Графит, представьте, карандаш, вот этот графит. И алмаз – это два разных состояния одного и того же атома углерода С. Друзья мои, как же графит превращается в алмаз?
Если графит под землей принимает давление и температуру, то это принятие добавляет объем, и материал становится благодаря этому объему высшей пробы. Сажа превращается в алмаз. Вопрос, что будет с человеком, если к его трехмерному пространству добавить еще одну мерность? Стареть? Стареть или прозревать и видеть глубоко? Что он начинает видеть? О, ладно, я не против, интересно. Хотите схему посмотреть, как выглядит следующая схема? Которая после 40 моих лет вошла в мою жизнь. Еще раз, проблем меньше не стало. Но я такой счастливый, потому что я понимаю, что у меня есть механизм обработки всего того, что приходит в мою жизнь. Понимаете? Хотите посмотреть? Ладно, давайте. Салават, давайте. Опа! Что сделано? Друзья мои, вот теперь внимательно. Давайте аналитику этой схемы. Вот знаете, что? Вот если вы способны переходить в это состояние, считайте, что вы поняли весь смысл человеческой жизни. Все. Университетский уровень. За 1,5 часа. Делюсь вам. 40 лет против 20. Вот 20 лет живу вот так. Совершенно другие результаты. Понимаете? Меняется сознание, меняется жизнь. По-другому не бывает. Что за схема? Кто готов ее озвучить? Только не повторяйте, что там написано. Попробуйте аналитику сделать. Вы взрослые люди уже. А это надо научиться делать. 40 уже поздновато. Самый раз в 16-17. Мир слишком быстро побежал вперед. Надо успеть. Итак, обратите внимание, что мы добавили? Нет, я же сказал, не читайте. Что мы добавили? Начинайте мыслить. Что мы добавили? Еще одну мерность. Видите или нет? Которой раньше не было. Что это за мерность, которую мы добавили? Помните, я дал сравнение. Голова и то, что поместилось в мою голову. Или Вселенная, которая лучше знает, что мне надо. Я думаю, что все, что мне в голову поместилось, это есть реальность. Но реальность намного шире того, что помещается мне в голову. Значит, что для того, чтобы понять, что жизнь от меня хочет, чего нужно сделать? Как? Принимать все обстоятельства, которые с тобой случаются. И тогда я доверяю И тогда я доверяю Вселенной, Вселенной, потому что она лучше знает. что я хочу. И в этой неприятности она зашифровала подарок для моего развития и возмужания. Вот это второе мировоззрение жизни. Это то, чего я 40 лет понять не мог. И боролся в жизни. А теперь посмотрите. Обратите внимание, я вам не говорю, Салават, дайте назад, пожалуйста. Я вам не говорю, вот это неправильно, а вот это, давайте следующее, а вот это правильно. Я вам так не говорю. Я вам говорю, есть два способа восприятия реальности. Что хотите, то и выбирайте. Я не могу вам навязать. У меня нет такого права. Вы свободные люди. Моя задача вам рассказать, а вы уже в свободном выборе. Кто-то скажет, да не учите меня жить. Я как претензии имел к этому миру, так и буду. Ну, не вопрос. Просто одного судьба ведет по жизни за волосы, а другого за руку. Разница серьезная. Понимаете? Потому что, дайте, пожалуйста, назад. Вот в этом мировоззрении, я вам сейчас покажу свое мировоззрение по отношению к родителям. Мое мировоззрение 40 лет по отношению к маме и папе. Знаете, какое? Я все время их критиковал. Моя задача была критиковать родителей. Знаете почему? Потому что в этом сознании невозможно понять один из главнейших законов мироздания. Знаете, как он звучит? Критика отца и матери – это прямой путь к повторению их судеб. Если младший критикует старшего, он как бы заявляет права на их судьбу старших. То есть все трудности, которые были у родителей, даются младшим. Как вы думаете, зачем Вселенная устраивает такой механизм? Еще делать нечего. Как вы думаете, почему?
чтобы младший, получив сложности старших, что понял? Наконец-то понял. Ну, не хотел же на уроке понимать. Теперь пойми в реальности. Вот здесь-то непонятно, критикуешь и критикуешь, критикуешь и критикуешь. А когда критикуешь, 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 жизнь не складывается. Почему? Потому что хотите, вы можете задумать про свою жизнь, не сложится. Знаете почему? Потому что поссорился с родителями означает поссориться. Салават, дайте нам первую картинку. Вы гениальны. Нет, самую. Поссориться с родителями означает поссориться со Вселенной. Родители как угодно могут быть неправы, но они все равно проводники отсюда. Они дают нам жизнь. Поэтому благодарить за намерения, их намерения светлые, но никогда не судить за методы. А если вам что-то не понравилось, не продолжайте дурную традицию уже в своей семье. И так вы простите своих родителей. Вот механизм. Попробуйте понять это. Вот, дайте, пожалуйста, первую картинку в этой схеме. Не поймете, потому что здесь претензия за душу. Здесь нет мерности, которой я доверяю, которую лучше знать. Потому что, как вы сказали, вот такое эго. Я лучше знаю, я лучше понимаю, не учите меня жить. Человек не способен на обучение, просто не способен. Он всем заявляет о своей правоте. То есть, и это означает, учиться он не готов. Это называется глупость. Если мы говорим о факте глупости, глупость – это вот эта схема. Глупость. Невозможность допустить, что кто-то знает больше и лучше. И этому больше и лучше можно довериться. Угу. Не, ну, конечно, если вы способны, Слава, нам картинку первую дайте, пожалуйста. Если вы, конечно, я не знаю, может быть, в вашем городе есть люди, которые могут создать вот такое автономное устройство. Когда вы сами, да, создали пространство, где почки распускаются сами, времена года меняются, где птички летают. Кто-то может это сделать такое? Нет. Тогда надо уважить того, кто это сделал. Вот этого я не понимал. И вся жизнь наперекосяк. Вся. Потому что гордыня лечится, знаете как? Опусканием вниз. По-другому она не лечится. Вот и вся история. Поэтому я пришел в 40 лет на семинар, такой деловой. Так захотел поспорить с лектором, когда он вытащил. Можно третью схему? Следующую, ага. Что-то когда он вытащил вот эту схему, мне так больно стало. Больно от того, что 40 лет ты не вернешь, а потом так радостно, что остаток-то можно прожить в этой схеме. Вот и живу. И все, что надо, пришло в мою жизнь само, как изменение моего мировоззрения. Вот и все. Потому что здесь никто не собирается воевать с родителями. Знаете почему? Потому что младший имеет право высказать старшему все, чем он глубоко не удовлетворен в отношениях с ним. Но смиренно и в уважении. Вот этому нас не учат. Потому что два великих качества младшего – это уважение и благодарность. Как бы старший был неправ. Я недавно в Краснодаре думал, пойду билеты куплю. Надо было на электричку. Пробки вообще. Не поеду на машине, сел в трамвай. Приехал, иду, что-то задумчивый. Вдруг не по переходу. Полицейская машина, свисток. Идите сюда. Паспорт. Ну, переходил дорогу не по переходу. И тут же полиция. Садитесь в машину. Алексей Анатольевич, а где вы работаете? В школе работаю. А что вы делаете в школе? Детям рассказываю. Что вы рассказываете? Про законы мироздания, про предназначение. А что же вы сами-то нарушаете правила дорожного движения? Я задумался, говорю, простите великодушно. Это майор, который меня остановил. Ему 30 лет, мне 60. У меня к вам вопрос. Кто из нас в этой ситуации старший? Кто? Он. Почему? Потому что он в звании? Я тоже в звании. Он имеет полномочия и следит за порядком на дороге. Он в этой ситуации старший. У него есть полномочия, так? Ему 30, мне 60. Так? Значит, я по отношению к нему в этой ситуации как кто? Кто? Младший. Как должен вести себя младший? В уважении и благодарности. Я сидел тихо,
и спокойно. Понимаете? Он мне говорит, ну-ка выйдите из машины. Подошел ко мне, честь отдал паспорт, сказал, Александр Анатольевич, больше не нарушайте. Спасибо вам, что детей учите на законам мироздания. Так в следующий раз смотрите. А если бы я сел и сказал, что вы тут стоите? Мне тут билеты надо покупать, как вы все мне надоели. Что должен был сделать старший? Чего сделать? Конечно, он должен был выписать штраф. И раз я не понимаю на языках мироздания, Вселенная будет разговаривать со мной на языке денег. Нет проблем. Сейчас поняли про родителей или не поняли? Они как угодно, вон они сидят, они как угодно. У них тоже есть родители. Все, что я говорю вам про них, это касается их, для их родителей. Схема-то одна. Понимаете? Вы думаете, как я думал. Вот я думал, можно назад схему? Я 40 лет в этой схеме, мне же тоже было 12 лет, 15 лет. Я-то думал, что моя мама и папа меня ограничивают, потому что им так хочется. И воевал с ними конкретно. Как я только не воевал с ними. Понимаете? А потом прозрел. Вспомнил, как они меня любили. Как они в чем-то себе отказывали для того, чтобы мне было хорошо. Я написал им письмо. Прозрение, понимаете? Письмо, прозрение. Кем они на самом деле были для меня? Знаете, когда я им письмо написал? Думаете, в 20 лет? Ошибаетесь. Я написал, знаете, когда? Когда испытания пришли. Когда пришла такая боль, я сразу вспомнил, кто такие были папа и мама. Я написал им письмо любви и веры. Долго плакала мама. Эти отношения изменили полностью нас. Эти письма изменили все. Понимаете? Мамы нет, она уже ушла. Ну что я понял? Я обязательно с ней встречусь. Может быть, в другой жизни. Вопрос, готов ли я прощать? Готов ли я терпеть ее неправедность? Потому что мама многое делала криво. Она во многом была неправа. Но перед лицом любви это не имеет никакое значение. Вообще никакого значения. Потому что любовь – это дар, а за дар ничего не ждут. И никакие недостатки не мешают ей быть. Когда это все пришло? Как Герман Гессе сказал, когда приходит боль, дела идут на лад. Боль пришла 40 лет такая, все пришлось переосознать. И вспомнить, кто была мама и кто был папа. Вот так иногда бывает. Вот и вся история. Понимаете? Я-то думал, что они меня ограничивают. А оказывается, я все время уходил на улицу, а они говорят, нет, на улицу не ходил. Вот до 9 часов. А мне же хотелось и по паркам походить, и на дискотеках попрыгать. Заявлялся после 12. Вспоминал, как Шалва Александровича Манашвили, великий учитель. Ведь его мама тоже, и моя мама так, сидела и ждала. Я тоже врывался и говорю, что ты меня ждешь? Мне уже 17. Она говорила, так же, как мама Шалвы Александровича, моего учителя. Я должна тебя ждать. Сейчас ты не поймешь. Поймешь, когда у тебя будут свои дети. И грустно смотрела на меня и уходила спать. И я мучился. Мучился, потому что образ матери, она не кричала, не возмущалась. Понимаете? Я просто вот смотрела и уходила. И потом я понял многие вещи. Конечно, не пойму. Тогда я не понял маминых слов. Я понял, когда у меня родились свои дети. Когда они уже задержались, и я уже вот подбежал к двери и уже начал кричать. И тогда образ матери возник, и я сменил гнев на милость. Это всю жизнь. Поэтому говорят мудрецы, поссорился с мамой и с папой, поссорился со Вселенной. Вы думаете, они не пускают нас, потому что они не хотят? Нет. Мы хотим с вами свободы. Они не против свободы. Они хотят, чтобы мы к свободе добавили великое качество, ответственность. И тогда можно выпускать. Они хотят, чтобы управляющий центр был не снаружи. Никуда не пойдешь. А хотят, чтобы управляющий центр был снутри. Я понимаю, что я задерживаюсь, понимаю. Я должен позвонить. Если накосячил, надо залечить, надо. Поранил, залечи. Вот и все. И тогда вы получите полную свободу. Вас можно отпускать. Но пока к свободе не добавилась ответственность, старшие будут что делать? Ограничивать. Если вы сегодня поняли смысл в их ограничениях, как вы будете к ним относиться? Как вы к этой несвободе,
которую они вам полностью, ну, как вы будете относиться? С уважением. Потому что вы смысл поняли. Они бы рады отпустить. Да как отпустить, если нет ответственности? Продемонстрируй ответственность и иди на все 4 стороны, тебя можно отпускать. Если вы видите смысл в своих ограничениях по поводу родителей, как вы будете с сегодняшнего дня относиться ко всем ограничениям, которые идут от родителей? Поняли? Смысл. Потому что здесь смысл понять невозможно. Здесь сразу претензии, сразу недовольство и разрушение отношений. Но если мы переходим в сознание в другую схему, посмотрите, опа, я начинаю понимать, что я могу доверять этому миру, потому что он меня любит. Посмотрите, доверие, любовь. Потому что этот мир нашел мне моих родителей, таких, какие они есть. В чем-то несовершенны, что-то делают не так, но они все равно оттуда. И они даны мне для того, чтобы это лучшие родители, с которыми я могу прогрессировать. Да, они в чем-то неудобные, много делают не так, но лучшие. Мне подобрали лучших тренажеров, мне подобрали лучший тренажер во Вселенной. Вот таких родителей. Нечего завидовать, нечего смотреть по сторонам. Это мои родители, и я пройду с ними все уроки. Вот и вся история. Если вы так начинаете думать, вы понимаете, что жизнь, она будет давить. Это ее назначение. Она показывает нам какие-то наши ложные качества. Например, если у меня или у вас разрушены отношения со старшими, это не значит, что старшие дурные. Это означает, что я не выучил 2 великих урока на уважение и благодарность. Вот и все. Поэтому родители – это гиря. Они всегда давят. Чтобы мы что делали? 2 мускула качали. Уважение и благодарность. И тогда они развивают свои качества. Какие? Покровительство и заботу. И когда я, как младший, развиваю уважение и благодарность по отношению к своим родителям, даже если они не правы, то это более сильная позиция, чем старший в своей неправоте. Вот первая тема. Поэтому итог. Посмотрите, пожалуйста. Итог следующий. Жизнь она будет подавать. Это ее назначение. Подавать сложности и трудности. Наша задача уйти с настроения «я главный». Да не я тут главный. Понимаете, здесь законы до нас были. Надо уважать эти законы. Понимаете? Вот это настроение, что мир устроен неправильно, это настроение гордыни. То есть я хочу занять место того, кто все придумал. Опасная вещь. Очень опасная вещь. Поэтому задача перейти с настроения «мир устроен неправильно» в настроение «я перестаю ругать этот мир». Я учусь у него, вырабатывая смирение. Смирение – это не тупое терпение. Смирение означает «с миром». Я ему доверяю. Он лучше знает, что мне нужно. Вот такая школа, вот такой учитель, вот такие родители. Вот такое обстоятельство. Вот Шалва Александровича мы нашли. Я когда выступаю перед ним, он так смотрит на меня. Очень строго. Очень строго. Обычно я всегда прихожу, там книжку возьму, там подчеркну, тут подчеркну. Я думаю, надо же сказать умные вещи. Поэтому всегда с книжками. А он, значит, берет бумажку и записывает листочек. А я-то думаю, что он меня хвалит. Потом раз после лекции я прихожу в номер, открываю, а там... Алексей, сколько раз тебе говорить, читай книжки дома, а к людям выходи для того, чтобы разговаривать, чтобы им в глаза смотреть. Знаете, как разносит меня? Так дает жару. Я сижу, реву, больно. Но в этой боли учитель чему учит меня? Как вы думаете? Читай дома, говорит, а с людьми разговаривай. Не надо читать людям. Больно? Конечно, больно. Но ведь он давит, чтобы я... Какое качество выработал? Уважение к людям, конечно, в глаза смотреть. И если я бы был в прошлой схеме, я бы сказал: Шалва Александрович, как вы меня обидели, вы мне больше не учитель, я пошел. И навсегда потерял бы способность развить качество уважения к людям. Остался бы со своей гордыней, которая села бы мне на голову и еще корону бы распустила. Так и было 40 лет со мной.
Поэтому я ученик. Это не тот, кто с портфелем ходит, а это тот, кто свое мировоззрение допустил еще одну мерность, кто живет в четырехмерном мире, понимая, что Вселенная лучше знает, что мне нужно, я готов у нее учиться. Поэтому я ухожу с претензий раз и навсегда по отношению к учителю, по отношению к родителю, по отношению к миру, по отношению к подруге, по отношению к другу. Почему? Потому что никто мне не враг. И никто мне не друг. А всяк мне учитель. С этой секунды другой человек. Поэтому мудрая, любящая сила создает мне трудности. Дайте, пожалуйста, назад схему. А теперь представьте себе, пожалуйста, что вот за этим неудобным человеком, который возвращается к нам, у каждого из нас есть неудобные люди. За этими неудобными людьми стоит вон та причина или целая, которая и посылает этого человека нам, чтобы мы в нем, как в зеркале, увидели то, что нам нужно поменять. Вот механизм. Все. Либо мы это понимаем, либо с этим спорим. Никаких проблем. Две разные жизни. Вот это то, что я вам хотел сказать по поводу того, как устроен мир. Я испортил вам жизнь или не очень? 10 А. Важно или не важно? Важно? Все. А теперь тема предназначения. Готовы? Ловите. Фарна, сколько у нас осталось? Сколько? Сколько? 30? Так у нас море времени. Живы? Способны еще послушать? Угу. Слава, там есть урок, называется «Миссия и профессия». Можете его тихонечко открыть? Пусть будет так. Смотрите, вот первая тема, во как нужна была. Потому что если первая тема понятна, вы сейчас оперировать будете очень серьезными вещами. Итак, тема предназначения, дело жизни. Что хотите понять в этой теме? Скажите мне, пожалуйста. Еще раз. Чего? Как найти себя? Сейчас вы, давайте с вас. Зачем ходить? Как профессию выбирать? Супер. Слушайте внимательно. Кто еще говорил? Девочка говорила. Вот, да. Как найти себя, что выбрать? Спасибо. Готовы? Поехали. Итак, дело жизни. Я по слогам буду говорить. Ловите. Меня учили не говорить лишнего, говорить смыслом. Поэтому смысл надо ловить. Угу. Смотрите, многие думают, что дело жизни и предназначение связано с работой и с деньгами. Еще и с институтом. Это имеет отношение к предназначению, но зачастую этим не является. Угу. Теперь по слогам. Дело жизни, предназначение – это та энергия, которая соединяет нас с мирозданием. Это то, что имеет отношение к целостности. Повторить? Еще раз. Дело жизни и предназначение – это не та тема, которая имеет отношение к работе и к деньгам. Это связано с этим. Но напрямую к этому не имеет отношения. Вопрос в другом, в совершенно другом понимании. Потому что если вы эту тему поймете, то есть сегодня миф. Деньги надо заработать. Связи надо заслужить. Друзья мои, если вы сейчас эту тему поймете, деньги и работа найдут вас сами. Вот и все. Угу. Смотрите, ловите. Дело жизни или предназначение. Вот многие задают вопрос, как мне найти свое предназначение. Я сейчас перефразирую, чтобы было понятно. В чем мое предназначение, можно перефразировать так. Кто я с точки зрения своего творчества? Что я готов созидать, что я готов отдавать, что я готов варить для этого мира, для людей. То есть слово предназначение, оно связано с отдаванием. Там, где возникает тема брать, предназначение закрывается раз и навсегда. Еще раз. Понимание предназначения связано только с понятием отдавания. Угу. Сейчас будет очень интересный процесс. Поэтому дело жизни или предназначение – это та энергия, обратите внимание, не институт. Это та энергия,
которая соединяет каждого из нас с чем? С чем? С целым. Или с мирозданием. Так? Мало иметь таланты. У каждого из вас есть таланты. Мало иметь таланты и способности. Надо, чтобы еще эти таланты и способности встретились с чем? С чем? С чем? Не торопитесь. У каждого есть таланты и способности. Мало сегодня иметь таланты и способности. Надо, чтобы эти таланты и способности встретились с чем? С тем, что я готов отдавать. С возможностями. Так или нет? Или нет? С возможностями. Согласны? Ну, очень много талантливых людей, а возможности к ним не приходят. Не ко всем людям приходят возможности. Видели или нет? Талантливые, а никому не нужны. Бывает? Бывает. А вот теперь очень интересный момент. На мироздание объяснить сложно. Это глобально, но вы молодцы, вы очень сильно дотягиваете. Но я изменю тактику и объясню вам тему предназначения на организме. Организм есть у каждого. Поэтому, когда и мир един, и организм тоже един. Просто организм есть у каждого, легче понять на организме. Но что мир – единая структура, организм тоже единая структура. Когда человек рождается, мозг думает, почка, печень, она что делает? Она чистит кровь, почка синтезирует мочу, это ее главная задача. И они никогда не меняются местами. То есть орган остается здоровым только тогда, когда он делает свое дело. Потому что если печень болеет, за печень чистит кровь кожа, но тогда кожа болеет. Потому что она делает не свою работу. Сказать, что почка такая крутая, можете себе представить, почка сидит в организме и сама с собой разговаривает. Ее спрашивают, ты что делаешь в организме? Она расселась вот так и говорит, я занимаюсь личной самореализацией. Можете себе представить, что почка занимается в организме каждого из нас личной самореализацией. Можете себе представить? Что будет с организмом, если почка каждого из нас в организме будет заниматься личной самореализацией? Почка, она служит кому? И сердцу. Она служит и коже, она служит и легким. Почка в организме работает на весь организм, согласны? Потому что если она в организме думает только о своей личной самореализации, организм погибнет. Так или нет? А теперь вывод. Теперь внимательно послушайте. Если почка, находясь в организме, смотрите, вот организм, а вот почка. Почка входит в зацепление с организмом и крутится вместе с организмом, как шестеренка в шестеренке. Она работает на весь механизм. То теперь смотрите, что происходит. Когда почка занята служением целому, служением всему организму, она автоматически, то есть она не думает об этом, к ней и так все приходит, она автоматически получает все то, через что к ней должно прийти, и она автоматически получает все то, через что она должна вывести то, что она наработала. Сейчас вот поняли, что я сказал, или не поняли? А надо было схватить, я вас очень просил это сделать. Потому что от этого зависит ваше счастье. Сейчас вы меня спрашиваете, что делать после института, я вам отвечаю. Сначала надо это понять. Еще раз. Если почка вращается со всем организмом и служит всему организму, и печени, и костям, то есть она в зацеплении с целым и крутится во имя целого. Если она это делает, она автоматически получает все, что ей нужно для того, чтобы жить, и она автоматически получает все, через что она должна вывести то, что она наработала. Она не думает, она не звонит сердцу и говорит, сердце, я тут наработала мочу, ты не знаешь, где мочеточник?
Может, так не звонит и не спрашивает. Она автоматически получает. Вывод сделайте, пожалуйста, от почки к человеку. Вывод, аналогию. Кто готов сделать? Чего? Сейчас будем говорить. Я же говорил, будет механизм сейчас. Сначала философия, сначала фундамент. Сделайте, пожалуйста, аналогию от почки к человеку. 10 Б, вы опережаете процесс. Куда зацепиться? Где зацепиться? Еще раз. Вот я про почку рассказал. Теперь то же самое про человека. Кто готов аналогию провести? Стать рабочим? Если человек не занимается личной самореализацией. Недавно встретил своего друга, говорю, что делаешь? Он говорит, на тренинги хожу. На какие тренинги? По личной самореализации. Мамочки, что у тебя в голове? Какая личная самореализация? На личной самореализации долго не живут. Вы утром станете уставшим. Знаете, 2 хомячка жило на одной улице. Один хомячок все боялся кризиса. И думал, грянет кризис, надо подготовиться. И таскал каждый день по мешку зерен. Таскал. Весь дом заполнил. Потом сказал, кризис грянет, у меня есть что поесть. Никаких проблем. Но при этом сорвал себе спину. Вот. И сидел с этими примочками, еле-еле разгибаясь. Кризис грянул. Хомячок все съел. Подумал, надо идти за новыми зернами. А спина не дает. Как тут теперь быть? Напротив жил другой хомячок, который тоже готовился к кризису. Тоже таскал семечки в свою норку. Но при этом, таская семечки в свою норку, не забывал заходить к соседу и делиться чем? Семечками. И когда он делился семечками, сейчас внимательно, к нему пришла мысль, именно в этот момент, которая принесла ему 100 тысяч семечек. Сейчас понимаете тему или не очень? А? Один работал на личной самореализации и крутил педали. А? Друзья мои, если человек служит миру, то есть, если человек понимает, что он для мира, для людей, то он входит в эту шестеренку мироздания и начинает что делать? Он начинает быть с этим миром вот так. И мир дает ему что? Что невозможно на личной самореализации. В принципе, как бы вы педали не крутили. Вы, конечно, на личной самореализации можете многого добиться, но вы никогда не добьетесь того, что даст вам мир, если вы находитесь в этом сознании. Я для мира, для людей. Что дает тогда мир, если вы зацеплены с миром в шестеренке? Возможность. Угу. Так вот, обратите внимание, механизм следующий. Человек должен повзрослеть. Маленьких в систему мироздания не пускают. Маленьким не дают возможности встретиться с возможностями. Почему? Скажите мне, пожалуйста, чем ребенок отличается от взрослого? Одним главным проявлением. Чем ребенок отличается от взрослого? Одним главным проявлением. Ответственность. Ребенок до 10 лет у нас какой? Получающий. Берущий. Это норма. Согласны? Но по мнению вот этого мироздания, Салават, дайте нам, пожалуйста, эту картинку, землю. Но по мнению мироздания, с 10 до 12 лет ребенок из берущего должен перевернуться в кого? В отдающего. А как человек переворачивается в отдающего? Он задает вопрос, что я могу сделать для мира, для людей? Я тут для механизма служения. Понимаете? Потому что до 10 лет, вот представьте себе, я не могу нарисовать здесь, до 10 лет, по мнению мироздания, ребеночек должен быть под энергетическим колпачком. Как вы думаете, энергетический колпак Вселенной от чего защищает ребенка?
От чего? От рано пришедших возможностей. Потому что ничто не ломает человеку жизнь так, как рано пришедшие возможности. Человек не перевернулся в отдающего, а к нему пришли возможности. И он думает, что это он такой крутой. Понимаете, опять та же история. Вы не видели людей, у которых что-то получается, но при этом они так себя раздувают, что рядом с ними стоять невозможно. Откуда это? Поисследуйте роль, поисследуйте судьбы актеров, детей, которым рано постучали, тети, дяди, и сказали родителям: а давайте из вашего ребеночка сделаем звезду. И вопрос. И накачали человека возможностями. А человек не перевернулся в отдающего, не понял тему предназначения. Что будет с этими возможностями? Куда они превратятся? Куда? В гордыню. А что такое гордыня? Гордыня — смертный грех. А почему? Потому что человек, который настолько поверил в свою звезду, забывает идти к мастерству. Его талант не превращается в трудолюбие, а человек начинает распускать корону на своей голове. Потому что возвышается над другими, думая, что это он такой крутой. Вселенная что делает? Как только Вселенная замечает, что талант пошел в самолюбование, Вселенная что делает? Вентиль возможностей что делает? Закрывает. Человек думает, ему не везет. Да не везет. Сознание почистит. И тогда рано или поздно возможности вернутся. У меня есть друг, такой близкий, у него в Краснодаре станция техобслуживания. Он Мерседесы, BMW ремонтирует, дорогие машины. Оборот очень большой. В пандемию приехал ко мне и говорит: оборот вообще упал. Такое ощущение, что никому ничего не надо. Но он знает, что я занимаюсь этой темой. Он говорит: ты не можешь ко мне приехать поговорить? Я приезжаю к нему, у него кафе или техобслуживание. И он мне начинает рассказывать, что нету ничего, рабочие сидят, нечего ремонтировать. Я говорю: слушай, давай чай выпьем. Значит, он там пошел чай заваривать. Подъезжает женщина на джипе, а в руках щетки, которые стекла чистят. Вот. И она подходит и меня спрашивает: а кто здесь директор? Я говорю: ну, сейчас придет. А он идет с этим чаем, она его спрашивает: вы директор, вот мне надо щетки поменять. Он ей говорит сходу, даже не смотрит на него. Он говорит: я за 500 рублей не работаю. Она садится, уезжает. Он меня спрашивает: ну давай, рассказывай. Я говорю: а что рассказывай? И так все понятно. Ну ты привык зарабатывать 10 миллионов. Привык. Но он очень талантливый. Он Бог. Бог в этом машинном деле. Реально, просто родился вот таким. Я ему говорю: слушай, а ты привык, это что сейчас? Твой талант, он всем должен служить. А не только тем, у кого есть большие деньги. Поэтому ты вентиль-то выключен, потому что ты вот смотри, что ты делаешь. Ты за 500 рублей не работаешь. Поэтому тебя поставят такие условия, ты будешь рад, что 500 рублей в день к тебе приходят против твоих 10 миллионов. Вот и все. Он говорит: неужели это так работает? Ну, поисследуй, если ты мне не веришь. Поизучай законы мироздания, поизучай тему предназначения. Угу. Он говорит: и что? Если бы я сегодня у этой женщины взял эти щетки и поставил, мне бы вернул? Нет. Сразу не верну, будут проверять. Угу. Он говорит: а почему? А потому что между служением другим и получением чего-то всегда есть время. Поэтому тебе надо будет сейчас научиться уважать время. Законами мироздания ничего не сделаешь. Поэтому процесс происходит с 10 до 12 лет. Ребеночек к 10 годам должен перевернуться в отдающего. Как он перевернется? Вот старшие, которые сидят там, учителя, мы должны помочь детям объяснить эту тему. 150 раз ребеночек должен прокрутить в голове тему, что он уже может не только хотеть, чтобы его любили, а он уже сам может любить других людей. Потому что человек, который не перевернулся в отдающего, все время хочет, чтобы его любили. Потому что он остается маленьким, он застрял в своих 10-12 годах. А маленьких, не перевернувшихся в систему мироздания, не пускают. Маленьким не дают возможности соединиться с целым. Потому что если маленькому дать возможности, что он с этими возможностями сделает?
Вместо того, чтобы служить другим, он будет хотеть власти, денег, личного благополучия, личной самореализации. Понимаете? Поэтому возможности даются только тем. Что такое возможности? Деньги, идеи, проекты, люди, с кем вы будете прогрессировать. Это все дается свыше. Только в том случае, когда вы подтверждаете квалификацию сознания, что вы находитесь в зацеплении с мирозданием, и вы готовы, как та почка, служить и сердцу, и легким, и крови, и суставам, а не заниматься личной самореализацией, расширяя свою корону на голове. Понимаете тему или нет? Но когда вы меня спрашиваете, кем мне стать после школы, это второй вопрос. Первый вопрос, как мне исполнять, в каком сознании то, что я выберу. Потому что если вы юрист, то тогда вы должны так себя вести, чтобы люди получали от вас продукт, который, что такое миссия? Радоваться от того, что я радую людей. Вот это называется миссия. А если я обдираю людей, это одно. Понимаете? Будут болеть мои дети. Потому что если я, как человек, придаю тему предназначения, то Вселенная обязательно чем-то скомпенсирует. Ну, например, я строитель, строю дома, но не докладываю цемента, арматуры. Продаю, деньги получаю, а в этих домах потом люди сидят и думают, тебе бы на мое место. Вот это все тут лопается, все сыпется, все падает. Деньги я получил? Получил. Дома продал? Продал. Но почему-то болеют мои дети. Чего они болеют? Это не связано. Это с вашей точки зрения не связано. Сейчас поисследуйте эту тему и увидите, что ой, как связано. Конечно, они могут и заразиться, и заболеть, и это может быть случайность, но в этом мире нет случайности. В этом мире все закономерно. Одна такая притча была удивительная. Был такой торговец Исмаил. Он жил, притча, история, метафора. Но в ней очень глубокий смысл. Он торговал на рынке порошками, этими медикаментозными. В общем, лечил людей. И у него была такая склонность, он не досыпал порошка. Вот. И как следствие этой операции его состояние что? Увеличивалось. Угу. Вот. Однажды, да, и как следствие вот этой операции почему-то он тоже не связывался с этим. Стали болеть его дети. Денег нужно было все больше и больше. А торговля шла все хуже и хуже. И однажды, удрученный своим бизнесом, он сидел в своей лавке, поднял глаза на небо и увидел там двух ангелов, которые отмеряли благо. И когда дошло до него, он увидел, что ангелы насыпали ему на весы гораздо меньше того, что он ожидал. И он возмутился и сказал: вы что там делаете? Я торговец, я спасаю людей, я единственный торгую медикаментами. Как вы могли так обделить меня? Ангелы сказали: зря ругаешься. Мы не досыпаем тебе ровно столько, сколько ты не додаешь людям. Притча Исмаила как мечом пронзили. Знаете, что такое мечом пронзили? Это сознание поменялось. Мечом пронзили означает разворот сознания. Он стал не только вешать точно, но еще и как следствие изменения сознания к его детям вернулось здоровье. Друзья мои, все связано в этом мире. Вы можете сколько угодно спорить с этим миром, но рано или поздно найдете закономерность. Я не говорю, что обязательно, если я нечестен, будут болеть мои дети. Где-то вылезет, в другом, но обязательно компенсация будет. Потому что мир един. Если вы хотите быть врачом, тогда надо сидеть и целый день смотреть Джузеппе Маскати «Исцеляющую любовь». Фильм про итальянского святого, который заходил в палату, здоровался с больными, и они выздоравливали. Потому что он заходил как любящий врач. Вот не собираетесь быть как Джузеппе Маскати «Исцеляющую любовь», не надо идти в мединститут, потому что угробите жизнь и себе, и всем тем, кто к вам придет. Понимаете? Как работает эта тема со мной? Вот у меня чемодан. Если вы посмотрите на мой чемодан, с которым я летаю, там 4 килограмма вещи, 16 килограмм книги. Что я делаю? Я целый день читаю, я целый день занимаюсь, я целый день ищу какие-то мысли, нужные людям. Моя задача служить людям.
помните, для мира, для людей. И Вселенная создает мне возможности, о которых я мечтать не мог. Я бы в жизни сам никогда не создал такие возможности. Примеров могу приводить до утра. Да. А можно ли этот процесс назвать бумерангом? Можно? Можно. Просто вы можете назвать бумерангом, а можете назвать пониманием того, как устроена жизнь. Что как бы мои действия, которые я совершаю, законным продолжением этого действия будет вот это. Ну, если тело вылетает с 11 этажа, трудно рассчитывать на то, что оно будет ходить. И это не то, что нас Вселенная наказывает, она нас обучает. Она говорит: слушай, родился, пойми, как устроен этот мир. Изучи тему предназначения. Предназначение – это не про брать, предназначение – это про отдавать. Каждый из нас является талантливым человеком, но талант должен служить людям, иначе он уйдет в гордыню, и тогда вентиль перекроют, и будете работать на личной самореализации. Много вы добьетесь, но столько, сколько мог бы дать мир, не получится никогда. А вот это, да, вот это и вопрос вопросов. Почему хорошие люди, как там было у вас? Хорошие люди иногда от жизни получают много плохого, а плохие люди иногда уходят безнаказанно. Так вот, когда мы смотрим ограниченным взглядом, это наш ограниченный взгляд. Вот человек, который совершил много нехорошего. И мы видим, что он процветает, у него дом растет, у него заборы, у него еще что-то, живет и здравствует. Но надо смотреть объемно. Только сейчас мы прошли первую тему. С точки зрения того, что будет с его родом, с его последователями. Кто-то обязательно за это ответит. Поэтому, когда мы рождаемся, мы тоже несем на себе последствия тех, кто был до нас. И поэтому наша задача, когда мы рождаемся в своем роду, что делать? Исправить те долги, которые были до нас, чтобы наш род прогрессировал. Иначе мы будем расплачиваться за все то, что было до нас. Понимаете? Вот она тема какая. Надо смотреть объемно, надо смотреть широко. Поэтому мы видим иногда только то, что у нас перед носом. И думаем, что это стопроцентная реальность. Это то, о чем мы с вами только говорили. Но с точки зрения объема мироздания надо посмотреть широко. Поэтому мне говорят: а как быть? Ребенок, который родился, уже с лейкемией. Как это так? Он же ничего еще не сделал. Понимаете? А надо назад смотреть. Что там делали и как там жили. И были ли там мудрецы, и изучали ли они эти темы, или только брали от этой жизни. Вот вам и результат. Если широко смотреть. А если не широко, тогда запросто можно сказать: мир устроен несправедливо. Один рождается здоровым и богатым, серебряной ложкой во рту, как говорят англичане, а другой бедный и больной. Не их величество случай разбросал нас. Это да, точка зрения есть. Вопрос, что вы выберете. Либо все случайно, либо у мира есть Творец, который создал законы. И мне важно познать эти законы, чтобы быть с ним в гармонии. И помогать ему генерировать жизнь. Вопрос, что выберете? Я же не говорю, это правильно, это неправильно. Я с вами беседую, чтобы вы расширили сегодня свое сознание и разобрались или начали разбираться сами со своей жизнью. Ни мама, ни папа, ни учителя этого не сделают. Это люди, которые могут помочь. Все остальное придется делать самим. Вот и все. Сейчас один ролик посмотрите, наверное. Вот давайте закончим двумя роликами. Один ролик про первую тему, а второй ролик про вторую тему. Хотите повторить в кино? По 3 минуты на каждый. Или устали уже? Устали? Итак, про законы мироздания. 1972 год, тогда сборная еще Советского Союза приехала играть в Японию в хоккей. И ведя 3-0, со шведами сыграли в ничью 3-3. В раздевалке начали ругаться. Заходит тренер. Тренер представитель кого, как думаете? Кто у нас будет за тренера? Угу. Повторяем первую тему, потом вторую, в кино. Легенда номер 17, роль тренера.
Вот там, видишь, там все. При победном счете сборной СССР 3-0 в итоге наши сыграли в ничью. Кто виноват? Мы виноваты! А я виноват! В какой игре? Ку-ку! Это все ваши прекрасные дела! Вечно свалите куда-то, а ворота открыты. Спартак тоже хорош! Помните, что вы Спартак с собой стол? Вы здесь как бабы на базаре! Чего вы орете? Что такое? Блядь, ну алло, Спартак, ты хоть одну шайбу-то сегодня забил! Все, народ. Анатолий Владимирович, у Михаила сейчас плечо разлетится. А вы затяните так, чтобы не разлетелось. Налет! Игра была интересная, немного расслабленная, так что самое время для тренировки. Против часовой стрелки вокруг меня. Поехали! Быстрее, быстрее, быстрее! Уже круг! А теперь те, кто играют за ЦСКА! Стоять! Подъем, поехали дальше! Поехали, поехали! Плохие держимся! Спартак за ЦСКА! ЦСКА за Динамо! А теперь Динамо! Стоять! Подъем! Демид, ты что встал? Ты что, из Динамо? Спартак! Стоять! Встали, поехали! Объясните, что происходит? Анатолий Владимирович! Я прошу вас! Анатолий Владимирович! Крылья! Стоять! Немедленно прекратите издеваться над командой! Быстрее! Расслабились они уже! Свету не соперники! Товарищ Крылья! Стоять! Спартак! Стоять! ЦСКА! Я сказал! Харламов ко мне! Что значит не останавливаться? Потому что вы сейчас ЦСКА. А кто? Сборная. Сборная Советского Союза. Тренировка закончена. Спасибо. Ну, как вам повторение первой темы? Если вы эту тему поняли, вы начнете видеть ее везде. В литературе, в физике, географии, в любом фильме. Угу. Тренер у нас кто представитель? Вселенной. Он не пошел против Вселенной. Он перечил Вселенной. Почему? Так в чем смысл? Что если вы играете за страну, то тогда нужно быть единым механизмом, а не спорить. То есть части выиграть не могут, выигрывает только целое. Поэтому он не стал объяснять, мальчики, так вести себя нельзя. Он говорит, налет. Сейчас будем на опыте проходить. Поэтому раз у вас тут есть ЦСКА, Спартак, Крылья Совета, я буду говорить, будете останавливаться, ЦСКА стоять. Но если есть Спартак, значит Спартак должен катиться, так? Но если ЦСКА стоять, Спартак должен споткнуться от ЦСКА и упасть. И вот так до конца. Внешне это выглядело как издевательство. А по сути это что было? Обучение. Так или нет? Да, смысл был. Какой смысл был? Будете падать друг об друга, пока не поймете, что здесь нет ни Спартака, ни ЦСКА. Тот, кто понял, Харламов понял, сказал не останавливаться. Это означает, трансформация случилась. Тренер что говорит? Тренер говорит, почему не останавливаться? А потому что проверяет. Проверяет, урок выучен или не выучен.
Почему не останавливаться? А потому что здесь нет искать, потому что мы сборная. Тренировка закончена, все домой. Вот это и есть жизнь. Вот Вселенная, она всегда будет подавать такие ситуации на освоение урока. Вопрос, готовы принимать и не спорить и учиться? Тогда ученики, тогда все будет хорошо. А если нет, тогда будет первая схема. Мы самые крутые, не учите нас жить. Нормально? Понятно? Или не очень? Повторение второй темы. Гениальный летчик, гениальный, бог летного дела. Залетает в гражданской авиации, потому что раньше работал в военной авиации, но имеет дурной характер. Поэтому нигде прижиться не может. Вот первый взлет гения, но уже в гражданке. Посмотрите, как взлетает. Разберите эту тему вторую на кино. Экипаж. Чего? Не хочет? Экипаж – проводник таланта. Не запускается? Угу. Он тихий звук там, ага, надо громко. Знакомьтесь, наш новый второй пилот, стажер Гущин. Девочки, привет. Здравствуйте. Ой, прости, старик, я тебя не сразу разглядел. Ну да, я незаметный. Ну так что, насчет скалодрома, Вик? Чего? Может, вместе сходим? Адреналин? Андрюш, мне адреналина и без скалодрома достаточно. Виктория, Очень приятно. бригадир бортпроводников. Если вам понадобится в чем-то разобраться, обращайтесь, пожалуйста, ко мне. Понял. Андрюш, смирись, ты же не пилот. Света, я не хочу быть пилотом. Виктор сам, кроме пилота, других мужчин не воспринимает. Ну и слава богу. Добрый день, уважаемые пассажиры, говорит командир корабля Леонид Зинченко. От имени экипажа приветствую вас на борту нашего самолета. Рейс выполняется по маршруту Москва-Волгоград. Время в пути составит 1 час 45 минут. Желаю вам приятного полета. Борт 18 лёд готов. Борт 18 летает. Борт летает. Управление справа. Взлетаем. Только без фокуса. Тягу установлена. 100 узлов. Проверено. Скорость отрыва. Убрать шасси. Шасси убрано. Ну вот мы и дома. Лениса, все в порядке? Там пассажиры волнуются, все нормально все. Кофейку черного не можем, девочки? И покрепче, без сахара. Гущин, Первый боевой вылет, да? вот что, юноша. Это не боевой вылет, а пассажирские авиаперевозки. И в салоне у нас не десант с парашютом, а 200 человеческих душ, которые домой хотят. Вам это понятно? Виноват, резко взял, не тоже умно. Даже не шутите так. А теперь слушайте меня внимательно. Сегодня подавать рапорт о вашем некорректном взлете я не буду, но это в первый и последний раз. И еще хамить членам экипажа я не позволю. Где хамил-то? А как вы разговариваете с Андреем, он ваш товарищ? Да пошутил я, просто работа женская. В небе любая работа мужская. Жена, дети есть у вас? Кто? Да. Нет. Камикадзе. И себя не бережете, и других похороните. Ну, в общем, Гущин, делайте выводы. Я вас предупредил. Спасибо. Что скажете?
Вот вам тема предназначения. Талантливый летчик? Талантливый или нет? Гений. Что хотите, в воздухе вам сделает, при любых обстоятельствах посадит самолет. Только смотрите, как он пользуется своим талантом. Заметили, как пользуется? Любуется. Сам собой. Все равно, что сзади люди. Не чувствуют, что чувствуют сзади. Вот это называется талант служит мне, а не другим. Вы видели, как это незаметно происходит? Сам собой любуюсь, какой я крутой. И там охуют сзади, я даже не чувствую. Более того, приходит стюард и говорит, там люди волнуются. Он ему что говорит? Слышали, что он ему говорит? Что говорит? Кофейку, девочки. Потому что он работу стюарда не считает за работу. Это для него отстой. Вот это называется неуважение. Корона на голове, видите какая? Корону надо снимать. Поэтому существует вот такой тренер или летчик. Что он ему говорит? Очень быстро сюда. Первый и последний раз. Угу. Сегодня подавать рапорт не буду, но первый и последний раз. Хамить не дам. Вот. Ну и тусить в небе тоже не дам. Отыщите таких учителей. Потому что благодаря... Вот теперь первую тему соедините со второй. Потому что он принял ученичество, он давление принял. И у него в голове изменилось сознание. И если вы фильм посмотрите до конца, «Экипаж», вы увидите, что он в тяжелейших обстоятельствах начинает ценой своей жизни спасать других. И как результат изменения его сознания в его жизнь приходит невеста, женщина, которая становится его женой. Его начинают звать на работу, и он летает во все страны мира. И он обретает друзей и хорошие отношения. Вот и все. То есть получает возможности. Потому что сознание поменялось. Я больше не тусить в обществе, в небе не буду. Моя задача довести людей здоровья, исполнить свое предназначение. Вот вам темы, которые я планировал. Я не знаю, я разочаровал вас, испортил вам жизнь, не испортил. Сейчас надо подытожить. Если испортил, надо точно извиняться. Я согласен. Сейчас мы